Атмосфера радости и азарта заполнила дворец спорта. Еще до начала состязаний участники разминаются и готовятся к предстоящим эстафетам. Каждый школьник пришел сюда с воодушевлением и победным настроем. Внимательно слушаю. Вам хорошо будет объяснять, чтобы вам было все понятно. Ну и желаю всем удачи и долгих вообще. Соревнования включили в себя различные эстафеты, где участники проявляли ловкость, быстроту реакции и командный дух. Такие состязания давно стали доброй традицией для школьников нашей республики. Местом, где можно одновременно посоревноваться, повеселиться и зарядиться позитивной энергией. Когда я сюда пришла, тут я была в шоке, удивлена, рада была. У меня мурашки из каждого эстафеты. Участников ожидают разнообразные испытания, требующие не только физической подготовки, но и умения работать в команде. Всего в программу входит 6 эстафет. Началом игры стала передача эстафетной палочки. На счет 3 каждому участнику в этом испытании предстояло продемонстрировать всю свою быстроту и выносливость. Участники соревнования Назрановской школы номер 19 пришли в яркой оранжевой форме. Их невозможно не заметить. В таких состязаниях они принимают участие уже не в первый раз и часто становились обладателями призовых мест. И в этом соревновании они не намерены уступать. Команда придерживается своей победной стратегии и нацелена взять первое место. Слабых сзади ставили, чтобы стратегии у нас сильнее первые были, потом слабые могли отыграться. У нас была такая стратегия, план. Я думаю, что у нас 100% шанс, потому что мы тут много раз выигрывали. У нас шансы есть. В соревновании участвовало 5 команд по 10 человек. Несмотря на разницу в возрасте между участниками, они демонстрировали высокую степень взаимодействия и поддержки. Ребята всей душой болели за сокомандников, будто хотели поделиться своими силами. Каждая эстафета проходила под внимательным контролем проверяющих с каждой образовательной организации. Это обеспечивало честность и прозрачность проведения состязаний. Школьники демонстрировали незаурядную физическую подготовку и слаженность действий. Как самые настоящие профессионалы, они стойко проходили каждый этап спортивных баталий. Уровень детей, именно уровень физической подготовки детей очень радует, так как уже дети не то, что там на секциях ходят, занимаются, так и в школах работают с учителями на физкультуре. Плюс еще дополнительные занятия. Это в любом случае выливается, и все было видно в наших сегодняшних соревнованиях. После завершения всех этапов состоялось торжественное награждение. По итогам заслуженное первое место завоевала команда СОШ номер 19 города Назрань. Второе и третье место получила вторая школа Магаса и первая школа Галашки. Участники получили дипломы и подарки от Министерства спорта. Шейкеры для воды, баскетбольные и волейбольные мячи, спортивные костюмы и принадлежности будут радовать всех юных спортсменов, напоминая им о прошедшем состязании. Такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения, для нашей молодежи, так как они популяризируют здоровый образ жизни, спорт, и у ребят появляется какой-то стимул, и это время они проводят с пользой. Это соревнование стало настоящим тестом на прочность, командный дух и взаимопомощь. Все участники отмечают, что эстафеты прошли весело и интересно. Даже те, кто не занял призовых мест, остались довольны участием и полученными эмоциями, пообещав вернуться еще раз за победой. Луиза Арапиева, Билал Ахильгов, Магаз 24.